Пикачу! Вышло, и теперь фанаты по всему миру могут осуществить то, что им обещали в легендарном тизере – стать покемон-тренером. Ну, реальность, конечно, далека от этого, но игра все же вышла. Она доступна для устройств на iOS и Android, а канал «Наука и техника» подготовил для вас 10 секретов, которые нужно знать тем, кто начинает новую игру в Pokemon Go. Под номером 10. Изучите систему слежения и используйте ее. Niantic оставили без ответов еще множество вопросов игроков, но мы поняли, как работают многие составляющие игры. Или почти поняли. Получить доступ к системе слежения можно через правый нижний угол основного экрана. Она поможет найти нужного вам покемона. Чем больше следов, тем больше расстояние до него. Понимать эту сетку 3 на 3 можно как шкалу от 1 до 9. Покемон слева вверху ближе всех, а справа внизу дальше всех от вас. А вот как можно поймать желанного покемона. Для начала поисков идите вперед в любом направлении. И если при этом покемон сдвинется на деление вниз, это еще ни о чем не говорит. Потерпите. Но если он сдвинется вниз на 2 или 3 деления, вы явно идете не туда. Так вы можете удвоить шансы появления покемона поблизости. Однако система слежения должна быть открыта, чтобы трюк сработал. Номер 9. Как поймать покемона? Разумеется, поимка покемонов будет вашей основной целью, когда вы начнете играть. Поэтому очень важно знать несколько моментов, которые помогут вам преуспеть. Особенно учитывая, что покеболов у вас ограниченное количество. Маленький круг в центре экрана отображает не только нужное время броска, но и показывает, как трудно будет поймать данного покемона. Проще всего с зеленым кругом. Он означает низкую сложность. С желтым чуть труднее, но все же не слишком. Оранжевые и красные цели гораздо более изворотливы. Так что вам, возможно, придется использовать покебол получше, либо потратить не один, пока поимка удастся. При этом бросать нужно не просто в подходящее время, а когда круг имеет наименьший размер. Так шансы поймать покемона наиболее высоки. Номер 8. Покестопы. В отличие от покемонов, покестопы не заставляют телефон вибрировать. Так что нужно либо посещать их намеренно, либо следить за приближением к одной из таких остановок. Потому что для получения даваемых ими преимуществ нужно находиться поблизости. Когда увидите синий покестоп на карте, прикоснитесь, чтобы увидеть имя, место и вращаемую фотографию. Если вы слишком далеко, вращение ни к чему не приведет. Но попав в определенный радиус вблизи остановки, при вращении вы будете получать различные предметы, в том числе покеболы, яйца, зелья и воскрешения. После использования покестоп станет сиреневым, и вы не сможете использовать его, пока он не обновится примерно через 5 минут. Просто пройдите пару кварталов, вернитесь, и наверняка сможете снова что-нибудь получить. Ну а если вы живете рядом с такой остановкой, да можете без труда заходить на нее снова и снова, получая предметы и опыт каждые несколько минут. Везет же некоторым. Номер 7. Прокачка покемона. В Pokemon Go вы, конечно, не только ловите покемонов, но и растите их. Сила вашего покемона определяется его КП, или Combat Points, то есть очками боя. К ним можно относиться как к уровню. Чем выше КП, тем выше уровень покемона. КП можно увеличить, потратив звездную пыль, а получить ее можно просто ловя покемонов. Конечно, покемон может и эволюционировать, однако в отличие от других игр, это не привязано к уровням или особым камням. Здесь покемоны эволюционируют, когда вы собираете достаточно конфет этого покемона. Каждый раз, когда вы ловите покемона, вы получаете немного конфет для него. И вы можете получить дополнительные конфеты для этого покемона, ловя больше покемонов того же типа и отправляя их профессору Уиллоу. Только проверьте перед этим показатели выбранного для отправки покемона, потому что пути назад не будет. Зачем прокачивать своего покемона? Ну... Номер 6. Тренажерные залы. Как и раньше, в залах собираются сильнейшие тренеры в регионе. Однако, в отличие от других игр, вы сможете и сами стать тренером, если ваш покемон достаточно силен. Но не будем забегать вперед. Тренажерные залы — это те самые красные, синие и желтые отметки на карте, с которыми нельзя взаимодействовать до достижения уровня 5. Однако на 5-м уровне вы можете выбрать, к какой команде присоединиться, а также либо бросать вызов залам соперникам, либо тренироваться в собственном. Если вы атакуете зал, находящийся под контролем другой команды, то начнете сражаться с покемонами внутри, начиная с самых слабых, пока не подниметесь вверх по иерархии до лидера зала. Каждая ваша победа против лидера будет уменьшать престиж зала, и в конце концов у вас не останется соперников. Если ваш покемон сильнейший в контролируемом вашей командой зале, вы даже можете стать лидером сами. С другой стороны, если вы тренируетесь в зале под вашим контролем, побеждая покемонов внутри, вы сможете повысить престиж зала и сделать его более защищенным от атак конкурентов. Задумка интересная, своеобразная война за сферы влияния. К тому же так оправдываются затраты времени самых хардкорных игроков, ведь они могут стать лидерами. Номер 5. Расход трафика и заряда. Да, Pokemon Go вещь крутая, но и батарею расходует не слабо. К счастью, в игре предусмотрена функция экономии энергии, которую можно включать и отключать. Так что если вас волнует заряд аккумулятора, обратите внимание. Данная функция не трогает важные возможности, вроде GPS и оповещения о покемонах поблизости. Однако с ней работающее приложение все же расходует намного меньше энергии.
Обмен данными также является важным моментом для пользователей с небольшим запасом трафика. Согласно проведенным игроками тестам, игра использует до 0,01 гигабайта в час. Звучит не так угрожающе, и это и правда немного. Но все же стоит следить за этим показателем, если вы и без того много сидите в сети с телефона. Номер 4. Немного о яйцах. Посетив достаточно покестопов, вы, возможно, соберете больше яиц, чем сможете себе позволить. Для чего они нужны? Из яиц, когда пройдено определенное количество километров, вылупляются покемоны. Однако вам все равно нужно сначала поместить яйцо в инкубатор. Один вы получите в начале игры. Чтобы иметь возможность высаживать несколько яиц одновременно, вам придется купить больше инкубаторов в магазине. И на этом, по сути, все. Расстояние, которое нужно преодолеть, меняется от яйца к яйцу. Для некоторых достаточно 2, а иногда нужно пройти 5 и больше. Номер 3. Покешоп. Pokemon Go бесплатно, как и все основные возможности. Поимка покемонов, посещение покестопов и получение наград. И хотя покеболы не бесплатные, вы получаете целую кучу в начале игры. И дополнительные при повышении уровня. И все же те, кто готов раскошелиться, явно смогут продвинуться намного дальше и быстрее. На реальные деньги покупаются покекоины, а на них затем покеболы, благовония, временно привлекающие покемонов, уже упомянутые инкубаторы, ускоряющие процесс высаживания, счастливые яйца, на некоторое время удваивающие получаемый опыт, а также модули приманки, привлекающие покемонов к покестопам, что не мешает ловить их и другим игрокам. В целом же мы видим четкое следование стандартной для таких игр тактики. Потворствование тем, у кого больше денег, чем времени. И, если честно, это облом, потому что лидерами залов, похоже, станут те, у кого тоже набит кошелек. Номер 2. Что там с торговлей? Когда о работе над Pokemon Go впервые объявили, обещали, что игроки смогут торговать покемонами. Но пока, к сожалению, такой системы не существует. Да, пока торговли покемонами нет, но учитывая, какой на это делался упор в первом трейлере, можно предположить, что торговлю ведут в одном из обновлений. Потому что как же так? Игра с покемонами, в которой ими нельзя торговать. И, наконец, номер 1. Серьезно, ребята, будьте осторожны. Здорово, что Pokemon Go поддерживает тех, кто выходит на улицу и много двигается, и даже награждает их за это. Но, как предупреждает сама игра, будьте внимательны. В соцсетях уже имела хождение выдумка про то, как парня пырнули ножом после того, как он, играя в Pokemon Go, забрел в неблагополучный район. Да, это история утка, но подобное, конечно, может произойти, учитывая механику игры. Такое чувство, что идет обратный отчет до первого случая, когда ребенка на перекрестке собьет машина. Пожалуйста, пожалуйста, не дайте этому случиться. Итак, вот 10 секретов Pokemon Go. Сейчас игра, конечно, еще очень сырая, к тому же сервера сильно нагружены из-за ее популярности. Но в ее основе очень крутая идея. Как мы уже сказали, здорово, что у хардкорных фанатов покемонов теперь есть еще одна причина выйти в мир, прогуляться и посетить новые места. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал и паблик ВКонтакте. Ссылки в описании.